Всем привет! Вот и пролетели 4 месяца 24 года. А я, как обычно, пропала, и сейчас, как ни в чем не бывало, прилетела на крыльях весеннего обострения. Ай, бля! Ой, на дачу еду! Вот это кайф! Вернемся назад. Новый год мы впервые встретили уютно дома. И каникулы тоже прошли в тепле нашего гнездышка. Подключили модем Wi-Fi, установили видеонаблюдение, украсили дом, постелили ковер на лестницу, и я купила таки елочку моей мечты. В этом видео я расскажу про то, как мы в спешке постелили линолеум, как укладывали ламинат, как укладывали нашу плитку и не доделали ее. Какие есть изменения? Ну а я, Катя, добро пожаловать на мой канал. Для удобства вы можете просматривать по тайм-коду. Tommy Vercetti is an innocent man. Give me an ID. Линолеум. Декабрь был у нас насыщенный и захватывающий, полон труда и уютизации. Линолеум и ламинат мы покупали в 2022 году в дискаунтере Слон, но мне кажется, что мы совершили ошибку, выбрав линолеум. Почему ошибка? Давайте я вам сначала расскажу, как мы стелили линолеум и почему он мне разонравился в процессе. Нет. Сначала мы думали, что нужна будет подложка, и мы заранее застелили ее. Как оказалось, мягкая подложка не нужна, если у вас ровная поверхность. Хотя в интернете мнения разделяются. Мы прислушались к консультантам и решили убрать подложку. Линолеум мы резали как можно аккуратнее. Чтобы стыки хорошо сошлись, нужно четко резать по линиям, да так, чтобы были чуток видны линии рисунка самого линолеума. Между стыков линолеума на сам сип мы приклеили двусторонний скотч, чтобы гарантированно зафиксировать его. Убрали пленку со скотча и соединили стыки. Двусторонний скотч должен быть специальный для линолеума или укладки ковролина. Сверху на стык линолеума мы приклеили малярный скотч, чтобы не испачкать само покрытие линолеума. Нанесли специальный клеевой состав для линолеума. Кончик тюбика имеет Т-образную форму, и он спокойно разрезает малярный скотч, и мы уверенно выдавливали клей на стык, не боясь испортить линолеум. Протерли стыки и убрали малярный скотч. Для надежности швов можно на первые часы приклеить линолеумы друг к другу тем же малярным скотчем. Работа была довольно простой. Но что мне не понравилось, это то, что мы не продумали площадь для дверных проемов и площадь для нашей лестничной площадки. Нет. И то, что мы отказались от подложек, тоже, мне кажется, пойдет в минус, потому что наши дети очень активные и много прыгают, а подложка могла бы оказать дополнительное шумоподавление. Но ничего страшного, я всегда так говорю, ведь это все можно поменять в любое время. Укладка ламината. Сразу после завершения работы с линолеумом мы приступили к укладке ламината. В нашем арсенале были рулетка, лобзик для распиловки, карандаш для разметки, нож для разрезания пленок и лент, набор для укладки ламината, киянка. Сначала постелили подложку, уверенно склеивая ее малярным скотчем, и, следуя инструкции, приступили к укладке ламината. Ламинат у нас с квадратным рисунком, поэтому не было особой необходимости выделять горизонтально или вертикально располагать по направлению света. Мы выбрали вариант с минимальными потерями. У нас укладка ламината производилась единым контуром, то есть это без стыков между комнатами. Укладывали по классической раскладке, она предполагает смещение относительно предыдущего ряда на 1/3. В нашем случае это на 1 квадратик.
А в связи с возможными расширениями и сжатиями пола необходимо с помощью клиньев соблюдать отступы 5-7 мм от стен, труб и так далее. У нас ламинат с замком Uniclick. В этом случае ламинат заводят под уклоном и устанавливают шип в паз, а затем возвращают панель в горизонтальное положение. Ламинат тоже довольно просто укладывается, если не учитывать спиливание ламината лобзиком по размеру. Я в этом криворукая, поэтому это делал Джулус. Когда мы постелили кухню-гостиную, мне все время казалось, что я нахожусь в танцевальном зале, и мне хотелось просто танцевать. Наш домик сразу преобразился. После череды корпоративов и утренников наступает работа с плитками и керамогранитом. Плиточники. До Нового года оставалось почти 1,5 недели, и мы решили начать следующий этап наших ремонтных работ. Пожалуй, самая грязная работа ожидала нас в санузле. Вот этим мы ни разу в жизни не занимались. Покажу пирог нашей комнаты гигиены. Отмечу на картинке, потому что был XL-батал и было не до видеофиксации. Для начала мы обшили стены и потолок влагостойким гипсокартоном. Все стыки замазали влагостойкой шпатлевкой для стыков. Затем неровности зашкурили и обработали грунтовкой глубокого проникновения. Следующий обязательный этап работы – это приклеить гидроизоляционную ленту КНАУФ по периметру комнаты и стыки самого пола. Затем по всей площади пола и высотой бортиков от пола в 5-6 см покрыли гидроизоляционной мастикой КНАУФ. Джулус начал клеить керамогранит на пол. Керамогранит покупали мы в Металлторге, так же как и специальный клей для керамогранита Геркулес Керамик Макс. В арсенале Джулуса был шпатель гребенка, присоски, обычные шпатели, лазерный уровень, система для выравнивания плитки, если коротко, СВП. Процесс работы. Плиточный клей нанесли на сам пол шпателем и распределили гребенкой для создания равного по толщине слоя. Затем клеевой состав нанесли на обратную сторону керамогранита и снова прошлись гребенкой. Плитку приложили к полу и слегка прижали, чтобы клей распределился. Все это время работает уровень с обязательным использованием СВП. Плитки на стену мы приклеили аналогично. К сожалению, мы не успели купить предметы сантехники, поэтому не доделали нашу плитку. Но сейчас у нас все есть, и об этом я расскажу в следующем видео. Затем почти сразу наступил Новый год. Мы прекрасно отпраздновали Новый год в кругу самых близких, а все новогодние каникулы мы провели дома. В январе я все время работала, даже в свой день рождения, но это того стоило. Я купила... Тут я перечисляю купленную сантехнику. Февраль прошел очень быстро, и я успела снять контент. В марте я снова занялась подработками, что все мои подружки были в шоке от моего графика. Зато я довольна как слон, потому что я купила диван моей мечты. Это П-образный, бежевый, мягенький и сладенький диван. Вот так вот, друзья. В следующем видео я расскажу вам о том, как я сделала имитацию кирпича в нашей рабочей комнате. Всем спасибо за просмотр. Пока!